Группа из 8 туристов пропала в Белорецком районе Башкортостана. Она отправилась на водопад Атыш. Где сейчас люди, неизвестно. Поиски продолжаются 2 дня. Обсудим этот случай, а также ситуацию по происшествиям в масштабах республики вместе с заместителем председателя Госкомитета Башкортостана по ЧС Александром Лопуховым. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что известно об этой пропавшей группе из 8 туристов? Что сейчас происходит? Группа должна была вернуться из похода туристического 9 числа. Они на связь не вышли, соответственно, родственники сообщили в МЧС, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, и с тех пор спасатели приступили к поиску данной группы. На сегодняшний момент в поисках задействовано 5 спасателей, у них есть плавсредство, квадроцикл, внедорожник, и поиск осуществляется по 2 маршрутам, то есть по реке и по берегу. Так как люди не вышли к контрольной точке к железной дороге, значит, их ищут таким путем. Плюс еще к поискам присоединились в качестве волонтеров родственники пропавших. Какие рекомендации вы можете дать туристам, тем, кто отправляется на отдых в места, где нет связи мобильной? Ну, во-первых, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте как туристическая группа Главного управления МЧС России. На сайте есть специальная форма, которую необходимо заполнить за 10 дней, за 10 суток до похода. В течение 1 дня специалист обработает данные. Там указан состав группы, маршрут, старший, контактные телефоны. В общем, вся необходимая информация. И передаст подразделение, на территории которой территории защиты, которой пролегает маршрут, чтобы уже там на земле отслеживались перемещения этих людей. Если они в контрольное время не выйдут на контрольную точку, значит, будет организован своевременный их поиск. Александр Сергеевич, в правительстве Башкортостана сообщали, что в этом году в 3 раза увеличился туристический поток. Да? Много ли таких случаев, когда теряются туристы? И какую картину видите вы? Да, случаи потери туристов случаются, конечно, не так часто. Недавно было, что на квадроциклах путешествовали, один из, так скажем, состава группы отъехал в сторону и потерялся. Есть, просто отбивается от туристических групп. Их немного. И если группа зарегистрирована официально, то есть как туристическая группа, поиски, значит, начинаются своевременно. В этом же случае, как вот у нас с вами, да, это... Слава богу, родственники забили тревогу и приступили к поискам практически сразу же. Давайте обсудим, каким образом нужно правильно зарегистрироваться. Заходите на сайт Главного управления. Там сразу же на первой странице есть ярлычок «Регистрация туристических групп». Открываете и подаете заявку. Определенную форму, забиваете данные. Все там, все очень просто и доступно. То есть сделано максимально упрощенно. Еще одна категория людей, которых часто приходится искать, но судя по сообщениям в новостной ленте, это грибники. Вот здесь вот подтверждаете ли вы эту информацию, да, и почему люди теряются, и как этого избегать? Грибников действительно очень много, причем не только наших, как сказать, башкирских местных, но и приезжие и Магнитогорская, и Оренбургская область приезжают. У нас богатый лесом край, поэтому желающих здесь побродить, так скажем, на тихой охоте очень много. Люди теряются в основном из-за того, что попадают в незнакомую местность. Потом много есть пожилых людей, которые хотят, ну, сами понимаете, сидели столько времени дома, да, выйти просто на свежий воздух, прогуляться, тоже охота. Но в первую очередь, конечно, таким людям я бы посоветовал, уходя, хотя бы приблизительно знать рельеф местности, одеть очень яркую одежду, желательно, вот, знаете, сейчас есть у каждого автолюбителя в автомобиле жилет наподобие того, что как дорожные рабочие, которые ярко светятся в темноте, да? Ну и вот. плюс они такого яркого цвета. Да, а то люди одеваются как партизаны, понимаете, зеленую одежду цвета хаки, как будто они там от кого-то прячутся. Вот яркую одежду, зарядите телефон обязательно, чтобы полное... Каким образом поможет яркая одежда? При поиске людей спасателями человека можно издалека увидеть, просто в такой одежде. Его гораздо сложнее заметить, если он будет под цвет растительности одет. Нужно зарядить телефон, желательно взять с собой небольшой набор продуктов, воду. Если человек имеет какое-то хроническое заболевание, сердечник, диабетик, обязательно запас лекарств, чтобы, так скажем, быть максимально автономным при возникновении такой ситуации, что человек просто потерялся. И прислушиваться к окружающим шумам. Если человек
потерялся, то прислушаться, где дорога, может быть, есть, где-то техника работает, идти к ней. Если уж совсем ничего нет, то нужно просто идти по ручью. Обычно у нас ручьи или реки, они всегда выводят к какому-нибудь населенному пункту. Ну, Развести костер это поможет? конечно, поможет. Но, во-первых, этот человек и согреется. Во-вторых, мы все равно будем поиски организовывать этих людей при поступлении сообщений от них. И поэтому костер в темное время суток – это очень желательно. А если кончились продукты, Александр Сергеевич, что делать? Ну, человек может прожить без продуктов некоторое время. Это не смертельно. Без воды намного сложнее. Вот. Без продуктов можно еще. Ну, вы уже сказали, что люди очень многие соскучились по природе, поэтому, видимо, и с этим тоже связан рост туристического потока, да, и, конечно, здесь речь о пандемии коронавируса. Вот где чаще всего происходили происшествия за это время, пока люди находились дома? Какую картину видите? Ну, пока люди находились дома, у нас происшествие резко сократилось, количество происшествий. И, значит, на воде, и количество пожаров тоже резко уменьшилось. Ну, сами понимаете, причины очевидные. Вот. После окончания вот этих ограничительных мероприятий, некоторых, как вы знаете, у нас сейчас по поводу пожилых людей 65 лет и старше сохраняются ограничения, да, и в их выходе на улицу. Вот. Соответственно, люди и стремились на природу. Река, погода, сами видели какая, да, там под 40 градусов практически было. Водоемы. Ограничение выездного туризма дало то, что у нас на водоемах прямо бум был людской. Люди там тысячами отдыхали в районе реки Уфа, вот в Сипайлово, да, я вот смотрел, здесь солнечный пляж. Ну и за пределами столицы? По всей республике. У нас очень много водоемов, поэтому в этом проблем-то нет, где отдохнуть. Но дело в том, что чем больше людей находится на водоеме, тем больше возникает ситуация, когда может закончиться трагически. Люди ведь, многие купались на необорудованных местах, где нет пляжей, где не обследовано дно, быстрое течение, то есть состояние алкогольного опьянения многие. Поэтому у нас наблюдался рост гибели утонувших. Насколько сильный рост? Рост значительный. Значит, у нас по оперативным данным 192 человека утонуло в этом году, из них 19 детей. Это много. Это больше, чем 2,5 раза, чем в прошлом году. Но я опять же скажу, что выездной туризм у нас ограничен. Отдыхать людям, уехать никуда невозможно, поэтому используют местные ресурсы, те же самые походы, те же самые отдых на воде у нас. Но еще чем могло быть больше этих несчастных случаев, но в республике в этом году большая работа была проведена по открытию официальных пляжей, аттестованных. Ну, такое указание давал глава Башкортостана Ради Хабиров. Совершенно верно. Он сказал, что количество таких пляжей будет увеличено, но все-таки, наверное, принимаются и другие меры профилактики. Вот хотелось бы узнать о них тоже. Конечно. Мы организовали работу мобильных профилактических групп в каждом муниципальном районе, начиная с глав сельских поселений со своими специалистами, плюс и инженеры службы профилактики Госкомитета, и сотрудники пожарных подразделений, спасательных, выходили на водоемы, просто беседовали с людьми. Там, где обнаруживали массовый отдых людей, купание, организовывались дежурства спасателей, чтобы организовать хоть какую-то защиту их, понимаете. Но около каждой реки не поставишь спасателя, поэтому, конечно, использовали ресурс административных комиссий. Это в муниципалитетах, они наделены правами составлять протокол об административном правонарушении за купание в запрещенном месте там, или в состоянии алкогольного опьянения. Тоже такие протоколы составляли. То есть работа была очень многогранная, очень разносторонняя. И в выходные дни, и в праздничные, в общем, без продыху, так скажем. Ну, какие бы комплексные меры не принимались, все-таки безопасность – это главное, о чем должны думать отдыхающие. Вот здесь какие рекомендации именно на воде вы могли бы им дать? Ну, во-первых, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду просто в этом состоянии. Потому что алкоголь, он изменяет внутреннее восприятие человека, он начинает чувствовать себя очень сильным, да, как сказать, опытным пловцом. Люди часто недооценивают свои возможности. Это касается даже тех, кто и трезвый, и хорошо плавает, начинает переплывать водоемы, реки, на дальние дистанции плыть и не рассчитывать свои силы. Потом нельзя, ни в коем случае нельзя нырять в незнакомых местах.
Просто там могут быть коряги, какие-то предметы, железобетонные плиты, ну все что угодно. Вообще не рекомендуется купаться, если вы не знаете водоем, в глубокие места тоже. Ну зачем? Человек же пришел охладиться, не обязательно устраивать заплыв. И дети, конечно, дети это бич. Ребенок даже малолетний, находясь на берегу, играя на берегу, он должен быть постоянно под присмотром, потому что в любой момент он может оказаться в воде. Что ему взберет голову, он не может себя обезопасить, он не может, как сказать, выстроить логическую цепочку безопасных действий. Он может просто понравилась вода и пошел к воде, а родители в это время отвлеклись. Ну и плюс течение – это все-таки стихия. Конечно, да он просто-напросто может не уметь плавать, вот и все, глубина. Поэтому в первую очередь надо отдыхать, конечно, на аттестованных пляжах, потому что прежде чем пляж аттестуют, нужно, во-первых, подобрать участок подходящий, чтобы не было течения, чтобы не было глубин. Берут анализ воды, проверяют туда лазать дно, да, чтобы не было никаких предметов, очищают. Значит, спасателей обучают, выставляют, там, которые дежурят постоянно. То есть предусматривают зарплату обслуживающего персонала, выставляют пляжное оборудование. И это превращается в наиболее безопасное место для отдыха на воде, купания. Ну сейчас у нас похолодание на улице, да, температура понижается. Как вы считаете, где люди всего будут, где будут люди отдыхать и на что сейчас прежде всего нужно обращать внимание, чтобы не допускать происшествий? Буквально за минуту, если можно. Ну, сейчас купаться-то многие не идут, но рыбаки сейчас стали, короче, бичом. Это как раз такой они круглый отдых. Год. Да, они круглый год и, как правило, употребляют на этом отдыхе, в лодку садятся в нетрезвом состоянии, то есть засыпают, потом оказываются в воде и тонут. Вот рыбаки у нас сейчас, конечно, это бич. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Александр Лопухов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, был гостем в программе «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. И мы говорили о том, как обезопасить себя и близких и не допустить происшествий. Оставайтесь на БСТ.